В Саранске открыли новый музейно-архивный комплекс. Здание на берегу Саранки строили много лет. Часть фондов Республиканского архива перевезли еще в прошлом году. И вот на новом месте открывается еще и краеведческий музей. С места событий Евгений Симкин. Новый адрес Республиканского краеведческого музея, улица Саранская, дом 2. Первые его посетители – персоны высокопоставленные. Владимир Волков в компании замминистра культуры России Олега Рыжкова. Музейно-архивный комплекс начали строить в 2011 году. Первым сюда въехал Республиканский архив. Сейчас пришел черед краеведов. Стоимость проекта примерно 1 миллиард 200 миллионов рублей. Финансами во многом помог федеральный бюджет. Музей – это не только выставочные залы и павильоны. Любой музей – это в первую очередь духовный и культурный центр. Несмотря на то, что здесь хранится наша история, музей всей своей сутью обращен в будущее, ориентирован на следующее поколение. Ни одно дерево с самой роскошной кроной не будет жить без корней. И в этом здании есть уникальная возможность сохранить и узнать эти корни тех народов, которые живут: русские, эрзя, мокша, татары, все, кто живет на территории Республики Мордовия. Олег Рыжков о корнях заговорил не просто так. В Мордовии он пребывает уже 2 дня, и до сегодняшнего вечера это был такой частный визит. Пришло время сказать правду. Замминистра культуры России – мордовские корни. Его предки в 20-е годы прошлого века покинули Богдановку Зубово-Полянского района. Связи с родиной оказались утеряны. Но сейчас время возвращаться. Наше село Богдановка было полностью ремесленным селом. Там выдающиеся жестянники, с поколения в поколение передавалось это мастерство. Все крыши крыты железом, что вот было удивительно для того времени. И остался еще последний жестянщик, полный, тезка моего папы Владимира Михайловича. Он сейчас на пенсии, и я думаю, что я лично приложу все усилия, чтобы вот это ремесло, которое жило в нашем селе, оно обратно возродилось. Краеведческий музей – это уникальное хранилище реликвий, имеющих отношение к истории региона. Это не только предметы старины и образчики быта разных эпох. Есть и совсем древние экспонаты. Они старше человечества. Кости динозавров, каменелые остатки реликтовых растений. Сейчас сюда переехала часть фондов всемирно известного музея изобразительных искусств имени Степана Эрзи. С ними прямая видеосвязь. Поздравляем с замечательным событием, которого мы так ждали. Для любителей больших чисел здесь больше 14 тысяч квадратных метров площади, а строительный объем без малого 78 тысяч метров уже кубических. Начинка во многом местного производства. На территории республики для музея изготовили кабели, окна, светильники. Разумеется, стены, полы и крыша тоже из местных материалов. Современный музей не ограничивается одними лишь экспозициями да экскурсиями, где ничего нельзя трогать руками. Есть занятия с детьми, когда историю и культуру можно и пощупать, и даже попытаться воспроизвести. Ребятки, послушав историю создания и возникновения промысла, делают своими руками. Так, рисуйте. Вы просто разукрашиваете. Разукрашиваете. Значит, мама немножко вы их с пути истины сбиваете. Хохлома немножко в другом плане рисуется. Основные цвета соблюдены: красный, да, красный, черный, темно-синий. И желтый. А желтый-то? Да, и желтый, да. Красный, желтый. Желтый там мало, по-моему. Немножко, да. Но у нас вот образец мы специально вставляем, отлично. Нет, красный там бордовый же, значит, как раз мордовский, бордовый. Да? Здесь же в музее разговор о дальнейшей совместной работе региональных властей и Министерства культуры России. Планов очень много. И в направлении сохранения и восстановления старины, и в направлении развития современной культуры в городах и на селе. Мы займемся собором вашим старым 17 века, который сейчас надо приводить в порядок. И мы будем продолжать строить дома культуры сельские. Вот эта вот программа очень востребованная вообще во всей Российской Федерации. Поэтому Министерство культуры всегда Республику Мордовию, между прочим, очень выделяла. Вам просто Министерство культуры везет и будет оставаться вести. Я вам говорю. Открытие нового музейно-архивного комплекса позволило снять один очень больной вопрос. Долгие годы между учеными-краеведами и РПЦ шел спор, кому же в конце концов принадлежит старое здание музея на улице Московской. Теперь эта проблема решена. Музей переехал, краеведу краеведова, а Богу Божие. Евгений Симкин, Виктор Кирдяев, Сергей Бебинов и Павел Толобаев. Наши новости.